Но помню, когда путешествовал в Сербию прошлый год, это было лето 2021 года, ну, про занятные вещи, что мне случилось, и в сегодняшнем выпуске расскажу немножечко про это все. Но прежде чем я даже и начинал путешествовать в Белград, случилась одна занятная вещь. Это было, что правители этого автобуса а, не знали, как выключить этот автобус. Так что мы ждали там 30 минут и думали, что вообще на самом деле мы не будем идти в Белград, но получилось, что один человек по итогу им объяснил, как выключить этот автобус, и мы начинали ехать к Белграду. Это путешествие от города Реки до Белграда продлилось на примерно 12 часов, потому что эти правители не знали точно, куда они направляются. И так что, ну, в итоге мы попали в Белград. Когда мы находились уже в Белграде, там автобусная станция имеет две части. Одна из часть там, где автобусы оставляют людей, и другая часть есть там, где автобусы берут людей. Я этого не знал, когда я был там. Я ждал, просто я ждал этот автобус, ну, не знаю, 30 минут. И пока я его ждал, я был там в одном кафе, баре, и там заказал одну воду. Но этот официант, что был там, забрал мои деньги и не вернул то, что был должен вернуть. Так что это был первый раз, когда меня ограбили. И после этого я понял, что это не что-то не так, и что этот автобус уже был должен идти, там бит где-то, чтобы я его видел, но его не было. Так что я решил позвонить и заказать такси. И так я приехал приятелю с этим такси. Я бы посоветовал всем, кто думает, что будет идти в Сербию, особенно в Белград, чтобы вы использовали не такси, а автобусы, потому что такси будет забрать слишком много денег. Ну, меня тоже забрали слишком много, и поэтому я вам это и говорю сейчас. Когда я был с другом там, он был 2 часа от Белграда, и когда я был с ним, нам было очень забавно. Должен сказать, что это было летом, было очень тепло. Там было больше 40 градусов, да, очень-очень тепло, это было летом. Так что тоже советую всем, что если вы будете ехать там летом, надо планировать, где можно остаться и когда можно идти на улицу, потому что если это солнце вас, если это солнце вас, как сказать, пронайдет, то не будет очень хорошо для вас, потому что он у вас будет сожечь. Да, ну очень-очень, это так очень тепло, да. И когда я был там, у нас был барбекю, было очень занятно. Там было много разных ресторанов, много разных кафе-баров и так далее. И это было, ну, можно сказать, одна из занятных частей этого путешествия. И привет моему другу, если ты смотришь, друг, привет. Спасибо тебе, что я был твой гость и так далее. Но когда я закончил эту часть путешествия и вернулся назад в Белград, надо было искать квартиру, чтобы мог остаться 4 или 5 дней там. И я нашел одну квартиру. Это была самая дешевая квартира, которую я нашел.
И хозяин этой квартиры был очень странный человек. Зачем? Ну, можно сказать, что у него были очень странные взгляды на мир в общем и странные политические взгляды. Сомневительные, можно сказать. Но все это не важно, потому что у меня не было выбора, и потому что это было очень дешевле. Я там не был один, там было еще большое количество людей, что тоже было в этой квартире. И, может быть, это одна из хороших вещей, потому что там я встретил много-много занятных людей. Но расскажу вам про несколько этих людей. Там встретил одного человека из Черногории, который там был, чтобы увидеть своего сына. Была занятная история, потому что там находится место, где люди держат свою еду, и мне сказали, что там была какая-то рыба, и мне сказали, что это можно съесть. Я это съел, но получается, что я был это должен съесть, да, это была его рыба, да, но мне сказали, что это можно съесть. Это очень было занятно тоже. Но когда я первый раз на самом деле зашел в эту квартиру, там была одна женщина, я думал, что она там работает. Она мне сказала, что мы познакомились, она мне сказала доброе рано, но хорошо я видел тогда, что она тоже путешествует, как я, и что она там на самом деле не работает. И она мне сказала, что я должен ждать 4 часа, чтобы оставить там свои вещи, но получается, что был должен ждать только 1,5 часа, да, и уже мог там оставить свои вещи. И после этого я встретился с моим приятелем, который показал мне, где находимся и как идти по городу. Ну, спасибо тебе, друг. Без тебя не знаю, как бы я справился с этой проблемой. Он мне показал Калимегдан, он мне показал храм Святого Савы. И после этого я сам тоже был один и посетил эти места. Только из-за этих мест стоит посещать Белград, потому что это очень удивительно, когда вы увидите этот большой храм, или когда вы увидите там тенки на Калимегдане и так далее. Очень-очень занятно. В центре города можно увидеть, что продают футболки, и очень занятно, потому что продают монархистические футболки из Второй мировой войны, и тоже продают коммунистические. Все на одном месте, это для меня было очень занятно. И говорю это, потому что я увидел одного человека, который там продавал воду. Там было, близко к Калмейдана. И я решил его поприветствовать и купить там вещи от него, потому что у него была эта футболка, одна монархистическая. Это для меня это было очень занятно. И там мы познакомились и стали друзьями. Так что вот. Но дальше буду говорить. В этой квартире встретил очень много занятных людей. Была одна женщина тоже из России, которая... Там была одна собака, да, и эта собака от хозяина. И эта собака гуляет везде по этой квартире и делает все, что захочет. И вот собака смотрит на эту женщину, и у женщины есть бутылка воды. И женщина понимает, что эта собака хочет сожрать эту бутылку воды. Да, я это знал, потому что собака раньше украла мою бутылку и съела эту бутылку. Так что она сказала собаке, что водочки пить хочешь? Я сказал, не, он хочет эту бутылку сожрать. И она дала ему эту бутылку, и собака из бутылки сделала блинчик. Да, очень занятно. Встретил одного человека из Нидерландии, что был там очень странный человек. Даже хозяин, который, был... по-своему был странный человек, сказал, что что-то не так с этим человеком из Нидерландии, да. Зачем был человек странный? Он сказал, что в Нидерландии там готовят круг только 3 часа утром, да, и свежего круга нет, а они просто такое общество.
у него тоже странные политические взгляды были. Когда мы гуляли Белградом, там было здание и вещи, которые были развалены из 90-х годах, когда была эта бомбардировка в Сербии, он сказал, что ничего плохого тут нет, но знаете, как говорят, что у каждого хохла есть его мнение. Да. Но двигаемся дальше, когда я и этот человек из Нидерландов, мы однажды гуляли ночью, и мы увидели одного человека, он делал там разные вещи, и он сказал, что он из Америки, и его имя Сергей, и он пришел в Сербию, чтобы получить там сербское гражданство и сваливать в Россию, потому что, как он сказал, мир в Америке сошел с ума, и много вещей он там нам рассказывал, и в итоге мы с ним делали один фото, там тоже был один студент из России, который сказал, что он приехал в Сербию, чтобы стать профессором сербского языка, что это было очень странно для меня, и он сделал этот фото для нас, и он был должен мне дать этот фото, но никогда не дал, я ему сказал, что он будет про это забить, но если это смотришь, давай этот фото, да, уже был должен его дать давно, да. И после этого тоже я тоже должен сказать, что я был в музее, когда я думал, что был в музее Николы Теслы, там, если вы идете хотите ехать в Белград, надо идти в музей Николы Теслы, но я думал, что я там, но на самом деле оказалось, что я не там, но я находимся в этом музее народного художества, или так уже забыл, как называется. Там, можно увидеть разные картинки, но я вам покажу фото, исторические вещи и так далее, но я бы лучше хотел идти в музей Николы Теслы, да, но в итоге я там не был, да. Но тоже был там в гробнице Тита, да, тоже очень занятно увидеть, но мне там очень не понравилось, да, есть много очень странных вещей там. Но может быть, если коммунист вам понравится, но мне не понравилось лично. Думаю, что это нельзя там быть, да. Но просто никто его не хочет, и так что получилось, что он там. Да, но это уже не важно. Но можно сказать, что в итоге я увидел много занятных вещей. Я бы посоветовал каждому, кто сможет куда-то ехать или ездить, путешествовать, чтобы посетить, чтобы идти в Белград, в Сербию, там можно строить много занятных воспоминаний, много того увидеть, и важнее всего много новых людей встретить. И, конечно, если вы там, вы можете уже посетить и Хорватию, и Черногорию, и Боснию, и так далее. И там тоже можно очень много занятных вещей увидеть. И вот это было все. Надеюсь, что вам понравилось. И увидимся в следующем ролике.